В Санпин с этого года вошли обновленные правила. В документе включены требования 17 актов в сфере питания для взрослого и детского населения, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделили питанию в образовательных и дошкольных учреждениях. Здоровье детей для государства в приоритете, поэтому и правила приготовления в зоне внимания. Ужесточены требования к работникам пищеблока, то есть перечень необходимых исследований, строгое соблюдение полной спецформы, то есть включая и масочный режим, и перчатки, и халаты. Санитарно-эпидемиологический режим также ужесточен, кратность проведения уборок увеличена в связи с нашей эпидобстановкой, поэтому внимание тоже уделяем особое. Новые санитарные правила официальным письмом нами направлены в Министерство образования и науки Республики Ингушетия. Все школы и сады тоже оповещены. В Ингушетии по поручению президента России Владимира Путина бесплатным горячим питанием обеспечены учащиеся с 1 по 4 классы. В республике к указанной категории относятся 36 тысяч школьников. В Роспотребнадзоре поясняют, что особое внимание школам и детским садам нужно уделить хранению и транспортировке продукции. Основные все требования по школам и садам соблюдаются. Конечно, имеются частичные нарушения, по которым у нас будут в дальнейшем составляться административные материалы, но в целом все требования соблюдены. Также усилен контроль родительский, то есть у нас есть рекомендации по родительскому контролю за организацией питания. Все школы ведут тесную связь с родителями. Все родители предупреждены по меню, разработанному и утвержденному на всех сайтах школ. Это меню вывешено. Но, тем не менее, если имеются какие-то либо замечания от родителей, есть какие-то жалобы, то родители могут и в дирекции школ обращаться, и также к нам в управление Роспотребнадзора. Еще одно важное изменение в Санпине – это единое требование к обучению для общеобразовательных и дошкольных учреждений. Касаются они больше гаджетов, которые помогают в процессе обучения. Неизменными остались перемены между уроками, которые должны составлять не менее 10 минут, и большая перемена – 20 и 30 минут. Особые требования к электронным средствам обучения детей, на которых должны быть специальные сопроводительные документы, и, соответственно, требования установлены по диагоналям. Минимальная диагональ для ноутбуков и компьютеров должна составлять 36,9 и для планшетов 26,6. Это основные требования. По расписаниям хотелось бы отметить, что уроки должны проводиться не более 45 минут. Также основная разгрузка уроков должна приходиться на среду либо четверг. И расписание должно составляться с учетом дневной и недельной нагрузки на ребенка. Позаботились и о здоровье детей в период пандемии. В документе продлили правила для общеобразовательных и дошкольных учреждений. По санэпидрежиму при возникновении каких-либо инфекционных заболеваний в течение 2 часов немедленно необходимо сообщить и в медицинское учреждение, и наше управление Роспотребнадзора о том, что то или иное заболевание имеет место быть в том либо ином учреждении. В дальнейшем ведется эпидрасследование по данному заболеванию и принимаются соответствующие меры. В Роспотребнадзоре поясняют, что все правила социальными учреждениями должны быть выполнены в обязательном порядке. Сотрудники ведомства будут следить за соблюдением Санпина. Рина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24.